Сергей, Да. подходите быстро. Раз, Дачная 2, 45. 3. Снимаем. Тут увидите погоду. А теперь я попрошу отца Мадена провести освящение нашего креста и, естественно, литургию по усопшим. Братья и сестры, приветствую всех вас в этот день. День особый, и как я хотел бы заметить, что то, что вы сделали, Олег Леонидович, вместе со своими поспешниками и с людьми, которые неравнодушны, это очень большое и доброе дело. Потому что когда мы совершаем заупокойную службу, когда мы слышим молитвы о упокоении, то одна из первых молитв, одна из самых главных, это вечная память. Мы слышим такие слова, как «память их в род и род». То есть из уста в уста мы должны хранить память. А тех, кого нет рядом с нами телесно, но те, которые пребывают с нами и мысленно, и невидимым образом. И вот сегодня, совершая освящение креста, сегодня совершая панихиду о упокоении тех наших сродников, тех наших предшественников, тех, кто стоял у истоков нашего Якутска. Давайте все вместе с вами помолимся. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Твоем Господи, иди же все святые Твои упокоиваются, упокой души раб Твоих, яко единый сей человеколюбец, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Если Бог сошедший в ад и узы окованных разрешивы, сами души раб Твоих упокой, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Едино чистая непорочная Дева, Бога без семени родшая, молись, спастися душам их. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих, всех зде погребенных, и о еже простите сим всякому прегрешению, вольному же и невольному. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якогда Господь Богу чинит души их, где же праведнее упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царствие Небесного, оставление грехов, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Дай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, духов, всякие плоти, смерть поправ, любит Бога, прости, яко несть человека же жив будет и не согрешит. Ты во един, кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина, яко Ты иси воскресенье живот и покой усопших рабов Твоих, всех где упокоиваем Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
святыми упокой, Христе, души раб Твоих, видишь болезни, печаль, но жизнь бесконечная, сам единый си бессмертный, сотворив и создав человека, землю от земли создахомся, и в землю тужде пойдем, як уже повелел и создав имя реки, яко и земля и в землю отыдешь, а может все человек наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых Своих, душу от нас представшихся рабов, где ныне погребенных, селениях святых селит, и в недрях Авраама сопричтет, и с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благ и человеколюбец. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем здесь упокоиваемым, имена их веси сами, и сотворим вечную память. Вечную память, вечную память. Благословляется и освящается знамение сие крестное, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается знамение сия крестное, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спаси, Господи, люди Твою, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, нас противные даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительство. Братья и сестры, вот сейчас мы совершили освящение и памятного креста, и тех плит, которые вы установили здесь. Ну а сейчас ваша торжественная часть начнется, мероприятие. Я вам желаю помощи Божией, еще раз слова благодарности всем, кто потрудился в этом благом деле. Помощи Божией. Вы понимали, это действительно уникальный объект. Он, правда, не культурного наследия, но тем не менее, по геодезическим данным, геофизическим, здесь похоронено более 180 захоронений, и начиная с 18 века. И сегодня, чтобы начать наш праздник, я так бы это сказал, длился проект достаточно долго. К сожалению, по некоторым вопросам не подъехали наши руководители, в пробках стоят. Поэтому я передаю слово. Я руководитель управления по охране объектов культурного наследия Макаров Николай Афанасьевич. И этот момент я особо хочу отметить, потому что Олег Леонидович в течение последних много лет очень много раз ставил вопрос сохранения этого места. Я свидетель, как он настырно, местами агрессивно у нас выходил, и нашего археолога Строгу Екатерина Алексеевна, которая свое слово скажет. Я вас искренне поздравляю. Спасибо. И
очень здорово, что такое место сохранено. Я знаю, насколько это было сложно, насколько с непониманием, не только со стороны руководителей, возможно, даже с моей стороны он встречал, но и соседей, как он признавался, что даже соседи некоторые были, с вопросами подходили. На самом деле Олег — это тот маленький дятел, который стучал долго. Но вот на самом деле результат очень хороший, и на самом деле побольше бы таких людей в нашем городе, которые вот именно не просто говорят, а говорят и делают. Вот наш девиз, так сказать, по охране памятников, да, городское отделение, мы как можем это тоже сохраняем, поэтому надо не только говорить, но и что-то делать. И не надо говорить, что я не могу, что это я никто и так далее. Нет, каждый из нас человек, гражданин, горожанин. И поверьте мне, вот при желании мы можем многое. Объединившись, таких людей, как Олег, вокруг него собрались, я думаю, что мы можем сделать гораздо больше. Очень рад, что сквер наконец-то открывается. Это было очень долго, длинно. С моей стороны, конечно, мы сделали все быстро. Вот крест такой, довольно-таки красивый, могильные плиты. Ну и спасибо большое Олегу. Спасибо вам, что здесь собрались. Я надеюсь, что этот сквер будет служить долго, как бы все мы будем приходить здесь. Здесь собрались, действительно большое дело сделал Олег Леонидович. И при поддержке управы, и окружной администрации, и все-таки народный бюджет – хороший способ для того, чтобы реализовывать важные социально значимые проекты. Да, от имени Евгения Васильевича всех поздравляю с этим большим событием. Он передает всем большое спасибо, и лично тебе, Олег, большое спасибо от него. Сейчас мы начнем передавать исторический экспонат семьи Новгородовых представителю, директору исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву исторический экспонат. Сейчас его к вам принесут. А, Степан, расскажи, пожалуйста, что это, откуда и чье это? Ну, кто не знает, это колесо от телеги. Оно, ну так, короче, от моего деда осталось. Оно так стояло, ну и в результате сюда попало. Сколько ему лет, я не знаю. Старше меня, по-моему. Начинается торжественная передача колеса. Исторический парк не только это как бы, это еще и музейный комплекс, на самом деле музей, и у него свои фонды есть. Вот этот плуг тоже семьи Новгородовых, он действительно настоящий, на нем пахали. А и жернов, это у нас семья Сергеевых. Я хотел бы пригласить Семена Яна для того, чтобы он рассказал об этом плуге и о своей семье. Добрый день, уважаемые сограждане. Вот преувеличил немного. Это зерно, это мама еще. Я вот маленький был, но помню, вот она муку зерном молола. И вот мы оттуда притащили, тяжелая штука, конечно. А этот плуг, это вот я считаю филипповский, почему-то новгородское. Ну, тем не менее, да, это все одной лошадью все вот это плугом косили. Ну, вот сегодня теплые слова сказали, но вот честно, положа руку на сердце, я видел, как все это дело начиналось. Сколько документов сначала. Война была с документами, с бумагами, а потом уже практически. Поэтому Олег Леонидович, это в первую очередь лето. Потом у нас тут профессор стоит, доктор исторических наук, да, вот, раскопки делал, мне это объяснялось, так интересно было оказываться здесь. Вот. И тогда только появилась, я не знал, что здесь знаменитая семья Лукиных еще покоится, знаменитая семья Рыбниковых, с Рыбниковым с одним мы вместе служили, помню, ну, нету парня молодого. Вот, поэтому всем доброй памяти. Если мы историю знать не будем, мы будущее знать не будем. Поэтому я так думаю, однако. Дай Бог здоровья всем здесь присутствующим, ну и Олегу Леонидовичу дальнейших успехов, стабильности во всех своих начинаниях. Спасибо. Я хотел бы пригласить к микрофону представителей рода Лукиных, Тамаре, чтобы вас увидели. Дело в том, что действительно очень интересная судьба, она на столе рассказана.
И они действительно здесь работали, я правильно говорю, в совхозе «Новый путь». Вот расскажите нам о своей семье. Добрый день, уважаемые граждане, да? Сегодня вот открытие сквера для нашей семьи, для нашего рода, это большое событие, знаменательное. Конечно, бы хотели поблагодарить Олега Леонидовича и всех людей, которые вот именно отстояли этот сквер, да? Это память народа, память наших предков. Здесь лежат наши родные, это вот Лукина Екатерина Николаевна, моя бабушка. Вместе с ней родились еще вот Макар Михайлович. Мы вот двоюродные, троюродные вот сюда пришли, да, и Петр Михайлович. Ну, мой дедушка родился в Горном Улусе, село Магарасы, и в 30-х годах они переехали вот сюда, на Белое озеро, обосновались в Хатын-Юрявском вот, наследии, да. И здесь они начали свою трудовую деятельность, путь, работали в колхозе «Новая заря», да, и начали уже здесь работать, да. И вместе с собой вот мой дедушка Михаил Михайлович полностью переселил всю семью, привез сестру Акулину, привез своих братьев, всех с семьями. И вот здесь на Хатын-Юряхе есть балаган, который сделал мой дед и мой отец. Он до сих пор стоит, сказали, где-то около 100 лет. Вот хорошо было бы найти его, если бы мне подсказали, где он стоит, да, и там русская печка, на которой вот провел свое детство. Ну, все, видимо, наши родственники там спали, да. И во время вот праздника все выходили, они пекли караваи, брусничный пирог. Ну, это по рассказам моего отца. И там все вместе с семьей они вот делали праздничный ужин, да. Ну, Екатерина Николаевна, бабушка, которая вот здесь лежит, она своего мужа не дождалась. Это мой дедушка Михаил Михайлович. Он погиб в бою за Крым в городе Балаклава. Там и вот его похоронили в братской могиле. Поэтому для нас, вот для внуков, правнуков, например, у нас 6-е поколение есть уже, да, у моего отца правнучка есть. Для нас это большое, конечно, гордость за то, что мы знаем своих предков. Это будет передаваться из поколения в поколение. Ну, сейчас давайте я передам сестре слово немножко. Вот этот вот... Всем здравствуйте. Спасибо, Игорю Леонидовичу, что вот облагородили вот эту территорию. Здесь покоится мой дед родной, Лукин Макар Михайлович, его сестра Акулина Михайловна, по мужу Терентьева. Ну, как сказать, поклон до земли. Спасибо вам за то, что вот эта территория так благоустроена, что можно сюда подойти, ну, отдать дань родным, предкам. И вот эту фотографию я хочу показать, да? Вот тут они сфотографировались на фоне дома, вот тут на Хатын-Юряхе. Но мы не знаем, где это находится. Они потом впоследствии продали этот дом Дугласам. Вот женщина вот, славянской внешности. Ну, она из Прибалтики, видимо, да? Прибалтики. Видимо. Ага, Дугласы. Ну, кто-то знает. Ага. Спасибо всем. Знаете, да? Да. Вот. Ой, ага. Дугласов я знаю, юрта, да, по-моему, стоит. Да? Да. Ну, можно заехать, посмотреть, что на той стороне. Да. Уже нашли. Уже нашли. Найдем информацию. Она почти напротив же, да? Вот здесь, только на той стороне озера. Я давно там не был. Ну, говорят, что стоит. Прям лавки такие отполированные, казаки. Есть, говорят. Я там был очень лет 3. Ну вот. Вот это
семьи Рыбниковых. Я приглашал, сразу скажу, еще Округиных. Я нашел Округиных, и, ну, к сожалению, они не подошли. Вот семье Рыбниковых можно рассказать немного? Поддержка. Добрый день, дорогие друзья, которые здесь собрались. Я вот просто поражена, насколько молодцы и Гагаринский округ, и вот Олег Леонидович, какие энтузиасты, и как это все-таки они сделали. Я помню этот погост еще маленький, когда меня мама сюда водила. Здесь у нас покоится прах наших предков, это моей бабушки Фёклы Алексеевны, дедушки Семена Егоровича Рыбникова и двоюродного брата, вот Любиного дядюшку, да, этого Рыбникова Октавиана. Он умер очень молодым, ушел на фронт добровольцем, насколько я знаю, по рассказам своих родителей, и оттуда пришел очень больным и умер. Вот. Поэтому тут вот его и похоронили. И помню еще Мазанку, в которой жили дед и бабушка. Деда я совсем не помню, а вот бабушка у нас до преклонных лет дожила. Очень такой, знаете, казаческой крови была женщина. Мать у нее, отец у нее сосланный был из Петербурга народоволец, а мама была Матрена Красноштанова, казачка. Вот. И поэтому и бабушка, и вот и все в поколениях продвигается. Вот и Люба такого же казаческой такой крови. Тем более, что у нее со стороны Новгородовых тоже такая же казацкая кровь. Так что вам большое спасибо, что вы сохранили этот погост. Мы, конечно, ну, я говорю, я маленькая еще сюда приходила, и бабушку еще помню живой, но остальные-то уже и не помнят, и не знают. И вот когда вы начали эту работу, Люба нам звонила и спрашивала, а кто там лежит, вот еще есть такие Рыбниковы, это кто? Я говорю, ну как же кто, это же твои. Видите, какое-то вот великое дело вы сделали для поколений, для того, чтобы вот все это сохранилось. Это просто замечательно, что здесь мы можем прийти, помянуть, вспомнить, рассказать детям, по крайней мере, откуда их корни, откуда они выросли. Потому что вот мы еще помним, вот я помню, а вот моя младшая сестра, например, Елена, она уже не помнит. Она родилась значительно позже. И про наших детей и внуков вообще говорить нечего. Они даже не воспринимают ничего, не помнят совершенно. И вот сейчас, например, родственники встретятся где-нибудь, и не знают. Не знают совершенно. Очень все разобщенно и все. И я очень благодарна вот Олегу Николаевичу, вашему округу и археологам. Вот я Диму Соловьева вижу. Очень им благодарна за то, что они сохранили для нас этот памятник. Великое дело вы сделали для поколений. Спасибо вам огромное. Продолжая вашу благодарность, я хотел бы сюда позвать 3 человек. Первое – это представителя Народного фронта, представителя нашей управы строительного округа, потому что непосредственно очень здорово мне помогали. И, естественно, представителя участников СВО, НКО, ну я бы назвал Вагнер, сюда. И дать вам несколько слов. Дело в том, что вот эти люди мне помогали строить, возить и все остальное и так далее. Это достаточно сложно, как оказалось. Ну, я скажу так, что, конечно, ты идешь к цели, то есть однозначно. Потому что, я говорю, об этом проекте я узнал еще в 2018 году, но не поверил в то, что может среди частного сектора быть
кладбище. То есть как-то меня это, честно говоря, удивило. Но в 2021 году, когда началась реализация вот этого проекта народного, то, конечно, то есть Олег Леонидович взялся очень серьезно, чтобы у тебя было больше друзей для того, чтобы завершить этот проект. И, конечно, то есть пригласить нас всех, то есть на это открытие. Ну, а тебе спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые гости. Олег Леонидович, хотел бы вас поздравить с таким знаменательным событием. Действительно, нужно быть смелым человеком, чтобы взять такой проект, потому что действительно это очень сложное решение, потому как вот вы сказали, что не все решают деньги, все решают верные друзья, помощники, соратники, да. Вот. Также довелось принять участие здесь какое-то, да, и хотел бы вам пожелать, чтобы вашу светлую голову посещали такие же грандиозные проекты, и вы могли своим напором их реализовать. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые гости. Олег Леонидович. Мы представители Союза ветеранов добровольцев оркестра, ну, Вагнера, да, бывшие участники. Хотели бы поздравить этим знаменательным днем. Такое святое место. Ну, действительно святое место это открылось. 21 июня же, да, началась эта постройка. Я же помню этот день. День Святого Духа же как раз. Святой. Ну, поздравляю вас всех этим знаменательным днем. Еще раз спасибо. Спасибо, Олег. Открывал Камчатку, тоже немногие знают, что якутские казаки, да? Но дело в том, что родословная Атласова идет на том кладбище. А его уничтожили, сейчас там стоят коттеджи. И вот хотел бы об этом рассказать и рассказать об истории всего этого, пригласить сюда Екатерину Строгову. Она меня ввела в эти все дебри истории, и главное, она, наверное, была хорошим соподвижником этого дела. Добрый день. Конечно, вот этот день сегодня замечательный. Мы его, сколько, 3 года ждали этого дня, но мы не просто ждали, мы его ждали деятельно. Мы работали над тем, чтобы сохранить это место как место действительно памяти. Вот, но на самом деле поселение на Хатынуряхе, поселение на Хатынуряхе, оно стало появляться в первой половине, в первой четверти, даже можно сказать, 19 века, когда, согласно законодательству новому по управлению Сибирью, казакам стали выделять земли для того, чтобы они имели возможность как бы, вот, самостоятельно вести хозяйство, самостоятельно себя обеспечивать. Вот. До этого якутские казаки, в общем-то, жили практически исключительно на свою зарплату, на свое удовольствие. Вот. А по новому законодательству они вот уже должны были служить с земли. И здесь, на Хатынуряхе, вдоль течения реки Хатынурях, казакам стали выделять земли буквально уже в 20-х годах 19 века. И к концу столетия все течение реки Хатынурях оказалось заселено казаками старинных якутских казачьих родов, новгородовыми, гатиловыми и прочее, их много, атласовыми в том числе, атласовыми, но надо сказать, что вот хочу маленько, вот как занудный историк, хочу поправить, Владимир Атласов Камчатку не открывал. Камчатку открыл служилый человек Иван Камчатый. Именно поэтому она Камчатка. А вот Атласов своим походом добился того, что Камчатка вошла в состав российского государства. Тут его заслуг не отнять. И мы знаем, что на первой дамбе там живут потомки Атласовых тоже, которые также и родственники казакам Новгородовым. Огромный старинный род якутских казаков, которому, собственно, и принадлежал вот этот вот погост. Второй погост находился как раз на первой дамбе. Я думаю, что присутствующие здесь, вот, если кто жил, бывал на Хатынуряхе в это время, они видели это кладбище. Располагалось оно по дороге к газовой станции. Большое старинное кладбище, которое было
заметно очень благодаря каменным плитам. Вот. В детстве мы тоже там бегали, пытались читать надписи на этих плитах, но вот сколько помню, в детстве у меня не получалось. Вот. К сожалению, в 90-е годы то кладбище было уничтожено полностью. Сейчас оно застроено дачными участками, разделено и застроено. Но вот это второе кладбище в устье реки Хатынурях, оно вот, по счастью, хотя бы частично, оно сохранилось и позволяет нам сейчас, позволило нам сейчас создать вот такой мемориальный объект. Древней плите. Это так любить надо, так написать надо. Я буду с тобой. От Терентьевых недалеко. От Вот, да, все вместе они жили. Да, они в одной юрте дедушка мой всех собрал, и там они в одной юрте все и жили. Охотничеством занимались.